Первое соревнование в военно-патриотической игре «Зорница» – смотр строя песни. Строго держать линию равнения, правильный поворот головы, отмашка руки, приветствия. В строю важен любой нюанс. Вешали строй, в одну шеренгу становись. На очереди спортивное многоборье. За первое место в игре соревнуются 3 команды, по 6 участников в каждой. Это учащиеся с 3 школ Магаса – 1, 2 и гимназии Маре. У каждого участника по 3 попытки для броска. Таковы правила эстафеты «Мяч в кольцо». Следом соревнования по бегу с мячом. Ну и куда же без физических упражнений. Кто больше всех подтянется на турнике, тот и победит. 12 подходов за Анзором Мурзабековым. Было неожиданно, что придется поднимать ноги. Нам сначала сказали просто подтягиваться. Это упражнение в 2-3 раза сложнее, конечно. Результатами я плюс-минус доволен. Второе упражнение на пресс и отжимание на скорость. Кто сделает больше всех подходов за 30 секунд. Военно-патриотическая игра «Зорница» среди школьников проводится пограничным управлением ФСБ России 2-й раз подряд. Это только первый этап соревнований. Во втором участников ждет еще немало интересных состязаний. Броски в кольцо. У нас есть разборка с борта автоматов, бросание гранаты, стрельба по мишеням, прыжки с места в длину. Как вы думаете, какое место получится? Это пока не знаю. Даст Аллах, первое место займем. Игру приурочили к 145-летию со дня рождения российского и польского революционера Феликса Дзержинского. Еще одним заданием, уже интеллектуальным, для ребят стала викторина. За 10 минут участникам предстояло ответить на 10 вопросов, связанных с биографией Дзержинского. Такие военно-патриотические акции проводятся погрануправлением регулярно в школах региона. В работе с молодежью и детьми мы применяем достаточно широкий круг форм и методов обучения и воспитания, начиная от занятий и уроков мужества, заканчивая массовыми спортивными мероприятиями, экскурсиями, сборами и военно-патриотическими играми, подобными той, что проводится сегодня. Реализуемый пограничным управлением комплекс мер способствует повышению уровня патриотизма и активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Итоги военно-патриотической игры «Зорница» подведут вечером. Победителей наградят кубками и дипломами. Основная цель таких соревнований – физическое и патриотическое воспитание молодежи. Дана Плиева, Адам Далаков. Новости 24.